Эту школу приводят в пример, когда речь заходит о знании кыргызского языка. Школа узбекская, но и государственный здесь не забывают. Ну, благодаря нашим учителям кыргызского, я думаю. Они у нас молодцы, а я только ставлю задачу перед ними. А просто прививка берген мен болдум да. Давай. Ясно, да? Не отставая от учеников, директор охотно демонстрирует свой кыргызский. И даже интервью согласилась дать только на государственном. Ну, немного помучаю вас. Ну как, нормально я говорю? Я просто обязана говорить на кыргызском. Призывая учить всех государственный язык, что я сама вам на русском или узбекском отвечать, что ли, буду? С прошлого года в школе полностью изменили интерьер. От стенгазет до вывески. Теперь здесь все на государственном. Директор уверена, одних уроков мало. Кыргызский язык должен окружать ребенка дома, на улице, на перемене. Я как-то прочитала изречение Конфуция. На вопрос, что бы вы сделали, став правителем, он отвечает, в первую очередь развивал бы язык, так как многие конфликты между людьми происходят из-за незнания и непонимания языка. И я с ним полностью согласна. Вот так, улыбаемся, красиво, зубки открыли. Улыбаемся все. Микрорайон Черемушки – место компактного проживания узбекской диаспоры. Здесь решили регулярно проводить фестиваль государственного языка. Это должно показать, желание учить язык у людей есть. Фестиваль кыргызского языка мы проводим для того, чтобы пролоббировать Министерство образования, чтобы было побольше часов кыргызского языка в узбекских школах. Это требование времени, говорят организаторы. Большинство выпускников этнических школ не могут реализовать себя в жизни. Кыргызский и русский языки в таких школах приравнен к иностранному. 3, а иногда и 2 часов в неделю на изучение явно недостаточно. Ну чему мы их можем научить за 1 час? И грамматику толком не пройдешь, и литературу не донести. И вот сколько у нас выпускников заканчивают нашу школу, они к нам возвращаются, и вот они жалеют о том, что очень мало часов русского языка. Потому что они поступают в вузы, а там очень много литературы, источники все вот эти все, в основном на русском языке. Языковой вопрос стал ребром после июньских событий 2010-го. До этого на юге было 2 вуза с узбекским языком обучения. Один из них был разрушен в ходе беспорядков и не восстановлен. Второй пришлось переименовать. Название должно быть не политическое, а нейтральное. Мы должны избегать названий, которые могут повлиять на межэтнические отношения. Мы не раз просили об этом. Министерство образования ответило нам. Кыргызско-узбекский университет переименовать на Государственный социальный университет. Со сменой названия пришлось подкорректировать устав и программу. Теперь это обычный государственный вуз с государственным языком обучения. Раньше в нашем университете 40–50% студентов были узбекской национальности. Сейчас же всего 10% обучающихся этнические узбеки. Для решения проблемы некоторые предлагают перевести узбекские школы с кириллицы на латиницу, чтобы выпускники могли поступить хотя бы в вузы соседнего Узбекистана. Это алфавит весь менять надо, первое. У нас единственное издательство «Учкун». Это надо их шрифт менять туда. Во-вторых, они смогут устроиться, рабочие места найти в Узбекистане? Вот в чем дело. Потому что они идут как иностранцы. И для них место не обеспечено в Узбекистане. Понимаете? Поэтому они граждане Кыргызстана. Нужно увеличивать часы. Я с этим полностью согласен. Если уж мы живем и трудимся в Кыргызстане, государственный язык должен быть на первом месте. Знать язык – это наш долг. Но в Министерстве образования опасаются, что политика взрослых выйдет боком детям. Чиновники советуют пока ограничиться дополнительными факультативными часами. Нагрузка умственная на детей, оно не должно зашкаливать те возрастные особенности детей, которые, значит, усваивают данный язык. Мы не можем дать 100 часов ребенку. В неделю ребенку максимум, это в старших классах 36 часов, и в младших классах, в 1 классе 20 часов. Чтобы прибавить часы кыргызского языка в школах, нужно урезать другие предметы, что влечет за собой смену стандартов образования. Стандарты обещают пересмотреть. А пока каждая школа по-своему преодолевает языковой барьер. Я не
знаю, я считаю, что вообще общие должны быть, наверное, школы. Мы как-то раньше учились, все в одной школе были, не было разделения. Я думаю, да. Школы должны иметься, да. Если есть на это финансовые средства, то почему бы и нет? Здесь идет все воспитание семейное. Все от семьи зависит. Школа, это придаток семьи. Школа. Не иначе. У меня дети ходят в кыргызскую школу, но я сама заинтересована в том, чтобы ребенок знал хорошо и другие языки. Вожу на курсы русского и английского. Вот и здесь также. Неважно, на каком языке обучения, важно, чтобы они понимали. Знать языки нужно. Надо. Ну, потому что каждый должен свою традиционную культуру, все языки, все это знать. Ну, если было бы, то не помешало бы. Лишний язык, если изучать, то это хорошо, конечно, для человека. Не нужен, да, лучше не нужен. Да, не нужно, потому что у нас многонациональный народ, правильно? Лучше вместе, чем по раздельности. Нет, они должны учиться или в русской, или в казахской, а нечего им тут делать. Не важно. Я думаю, это важнее уровень знания. Школы должны быть на разных языках. Будет возможность, надо изучать, например, русский, туркменский. Так детям будет легче общаться с гражданами соседних республик. Киргизы, узбеки, с ними нам тоже придется общаться. Поэтому надо поддерживать дружеские отношения. В местах, где проживают узбеки, нужно создавать таджикские школы. Они должны изучать таджикский государственный язык, потому что после окончания школы они хотят получать высшее образование, а таджикский язык не знают. Приходится заново учить государственный язык, а это трудно во взрослом возрасте.